Друзья, всем привет! Вы давно уже просите сделать ролик про какую-нибудь хищную птицу, и я думаю, сейчас самое подходящее для этого время. Да и птичка на обзоре у нас сегодня не абы какая. Мощный, сильный, зоркий, очень красивый и не менее опасный властелин неба. Вы на канале Знай ТВ, и сегодня мы посмотрим на орла в деле. Ролик получился довольно длинным, но думаю, будет интересно. Досмотрите его хотя бы до половины. И конечно, только по вашим лайкам и комментариям я понимаю, насколько интересна вам данная тема. Поэтому вы знаете, что делать. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Орел. Поразительно красивая и сильная птица, внушающая одновременно страх и уважение. Хищник, часами парящий над землей и способный нападать на животных в несколько раз больше себя. И это при том, что орлы – крупные птицы, достигающие длины тела 90 сантиметров, а размах крыльев у них до 2,5 метров. Весят такие красавцы по меркам птиц тоже немало, до 7 килограммов, причем самки крупнее и тяжелее самцов. Подсемейство орлы включает в себя около 60 видов, и распространены они на всех континентах, кроме Антарктиды. Например, в Евразии распространен беркут, другое его название – королевский орел. В Африке хозяйничают боевой, венценосный и кафорский орлы. Северную Америку представляет белоголовый орлан, который также является символом США, а в Южной Америке обитает грозная гарпия. Ну и конечно, в Австралии всем заправляет клинохвостый орел. По внешнему виду этих птичек сразу становится понятно, что с ними лучше не шутить. Крепкое, мощное тело с плотным оперением и очень большими крыльями. Иногда даже кажется, что они несоразмерно большие. Но крылья – это все для птицы, а у орла они очень функциональные. Такая форма крыла позволяет птице летать при сильном ветре и даже во время урагана. Ведь орлы могут подниматься до высоты 7 и даже 9 километров, а воздушные потоки там очень сильные. На концах крыльев, словно пальцы, выступают отдельные крупные перья. Они обеспечивают лучший подъем и предотвращают опрокидывание при торможении. Ну и, конечно, размер. У орла даже в сложенном состоянии крылья выступают за линию груди. Такие крылышки дают огромную подъемную силу и используются только для набора высоты или ускорения при атаке. А летает птица очень быстро. Находясь в воздухе, он может разгоняться до 200 км в час. А пикируя во время атаки, эта цифра увеличивается до 320. Только вдумайтесь в это. Хотя если смотреть с земли, то кажется, будто орел без движения парит в воздухе, но это только обман зрения. Вызывает удивление, как легко держится в воздухе такая громадина. И не в последнюю очередь это из-за очень легкого скелета птицы. Клюв – одна из визитных карточек существа. Он очень большой и имеет грозную крючкообразную форму. Однако в охоте он играет вспомогательную роль и предназначен больше для отрывания кусков мяса. А вот основное орудие атаки – необычайно длинные и цепкие когти, которые находятся на таких же длинных ногах, да еще и в штанах из перьев. 3 передних и 1 задний коготь обеспечивают мертвую хватку, и скинуть с себя орла очень сложно. Ведь птица обладает невероятной силой сжатия когтей, которая в 15 раз выше человеческой руки. Интересный факт то, что клюв и когти растут у орла всю жизнь, и в интернете популярно мнение о том, что ближе к 40-летнему возрасту орлы вырывают себе когти и разбивают клюв, поскольку они становятся очень длинными и не позволяют хищнику охотиться. Однако на самом деле это миф.
Ведь когти и клюв постоянно стачиваются во время охоты естественным образом, и в дикой природе не было зафиксировано ни одного орла со слишком большими когтями, не позволяющими охотиться. А в неволе за птицами всегда ухаживают, контролируя размер клюва и когтей. Кроме того, 40 лет – предельный период жизни для многих видов орлов. Только некоторые из них доживают до 50-60 лет. Вот такие дела. Дополняют образ хищника огромные глаза, дающие птице потрясающую остроту зрения. Орел может разглядеть движение зайца, находясь почти на километровой высоте. Глазное яблоко птицы крупнее их мозга, и видит орел в 6 раз острее, чем человек. А кроме того, птица может фокусироваться сразу на 2 объектах. Правда, все это справедливо днем. Ночное зрение у птицы плохое. Еще хуже развит слух, и на последнем месте стоит обоняние. Хотя зачем оно нужно с таким-то зрением? Веки этой боевой машины тоже могут вас удивить. У орла есть прозрачные веки, защищающие глаза от пыли и потоков воздуха, а также плотные веки, которые птичка закрывает во время сна. И всем этим добром вертит очень подвижная шея, которая позволяет охватывать обзором примерно 270 градусов. Что еще нужно успешному охотнику? Хотели бы вы летать так, как орел, и уничтожать любого противника? Тогда рекомендую попробовать War Thunder – масштабный военный онлайн-экшен. Здесь в одном бою участвуют самолеты, танки и вертолеты России, США, стран Европы и Азии. Миллионы игроков по всей земле уже сражаются в War Thunder. Присоединяйтесь к битве и вы. В War Thunder более 1700 единиц военной техники со времен Второй мировой и до современности. Пройдите путь от классических бипланов и Т-34 до современных сверхзвуковых самолетов с самонаводящимися ракетами, Т-80 с тепловизором и вооруженного до зубов вертолета «Черная акула». Улучшайте технику дополнительными модулями, прокачивайте экипаж и настраивайте внешний вид. И все это с передовой графикой, разрушаемостью и реалистичным звуком, которые обеспечат максимальное погружение в атмосферу войны. А скачать War Thunder можно абсолютно бесплатно по ссылке в описании и получить бонусы для легких побед. Увидимся на полях сражения. А мы пока вернемся к орлам. Эти грозные пернатые строят свои гнезда как можно выше. Это необходимо для лучшего контроля местности и меньших затрат при охоте. Причем некоторые виды орлов, например боевые, селятся не менее чем в 50 километрах, что является самой низкой плотностью расселения среди птиц. Кстати, владеет такая пара ареалами площадью более чем 1000 квадратных километров. Гнездо строится много лет и с каждым годом становится все шире и глубже. Самое большое гнездо достигало диаметра 3 метров, глубины 6 метров и весило около 3 тонн. Такое сооружение могут построить только заботливые родители, и орлы являются примером для многих животных. Они создают свои пары один раз и на всю жизнь, вместе воспитывая птенцов. Обычно на самца ложится задача по поиску пищи, а самка охраняет птенцов и между делом достраивает гнездо, хотя некоторые виды орлов охотятся парами. Обычно самка откладывает 2 или 3 яйца, первое из которых крупнее остальных. И вылупившийся из него птенец будет стараться разбить или вытолкнуть другие яйца из гнезда, а если его братья все же вылупились, то он будет отбирать у них еду. Примерно 70% вторых птенцов погибают в первые 2 недели. В 3-4 месяца происходит первый вылет из гнезда, а самостоятельно охотиться молодняк начинает только в 10 месяцев. Давайте теперь посмотрим, на что же способен орел в деле. Так как орлы часто обитают в гористой местности, то объектами их нападений становятся пасущиеся на склонах животные, и для каждого хищник использует различные стратегии. Например, такой небольшой козленок ничего не может противопоставить орлу.
птица просто зависает над ним, ожидая удобного момента, а затем орел хватает добычу и пытается с ней взлететь. Уже через секунду орел парит в небе с козленком в когтях. К слову говоря, благодаря мощным крыльям орлы могут поднимать достаточно большой вес. Например, на этом старом видео орел напал на маленького ребенка и поднял его в воздух на несколько секунд. Но вскоре он отпустил добычу, и здесь все закончилось благополучно. Но вернемся к нашим козлам. Если же добыча тяжелее, то орел меняет тактику. Он пытается схватить ее и скинуть с обрыва, но эта козочка оказалась не такая простая. Она пытается скинуть с себя хищника, а затем сама несется вниз по склону. Вот они падают и ударяются о камни, но орел не расцепил свои когти, и они снова несутся вниз. Видно, как орел пытается взлететь, но добыча слишком тяжела. Второе падение на камни, и только здесь хищник отпускает добычу. В этот раз удача не на его стороне. А вот что бывает, если добыча стоит на краю пропасти. Орел просто хватает ее когтями и сбрасывает вниз. Это кажется жестоким, но хищнику тоже нужно есть. Некоторые виды орлов специализируются на рыбе. Так, например, делает белоголовый орлан, для которого это основной источник пищи. Благодаря отличному зрению он замечает рыбу у поверхности воды, ну а дальше уже дело техники, а точнее его острых когтей. Выглядит, конечно, такая охота очень эффектной. Иногда его добыча оказывается настолько крупной, что взлететь не получается. Приходится плыть по воде до ближайшего камня, на котором можно и показать трофей. И не только орланы на это способны. Другие виды орлов тоже могут ловить таким способом рыбку. Да и не только рыбу, а, например, и змею тоже. Обратите внимание, как грамотно птица хватает опасную добычу ближе к голове. Орлы – те еще тролли. Они никогда не упустят возможность показать, насколько все остальные ниже их. Вот эта цапля не сумела съесть рыбу, а рядом на дереве сидел африканский рыбный орел, который не сдержал смеха. А потом он прыгнул в воду и показал соседу, как надо охотиться, причем принес рыбу прямо к ее носу. Ну а после улетел с добычей, но этим дело не закончилось. Орел и дальше продолжил насмехаться над бедной цаплей, мешая ей рыбачить. Ну и конечно, как не показать собакам, кто здесь главный охотник на зайцев. Посмотрите, как ловко он подлетает к собаке и толкает ее вниз. Причем отчетливо видно, что орел хотел не схватить собаку, а просто мягко устранить конкурента. А здесь орел просто технично взял и показал собакам, как надо охотиться на зайца. И он настолько крут, что собаки не осмеливаются посягать на его добычу. Наверное, они знают, что будет, если разозлить орла. Но поймать зайца тоже не всегда бывает просто. Сразу видно, что это опытный ушастый, только посмотрите на него, как мастерски он перепрыгнул орла. Вторая атака, но и тут заяц вырывается из лап хищника. Может показаться, что орел молод и неопытен, однако это не так. Посмотрите, как резко хищник подрезает зайца, но и тут ушастому удается ускользнуть. Правда, в конце концов орел настиг уставшего зайца.
Череп зайца амортизируется специальными позвонками, что позволяет получать стабильное изображение даже на большой скорости. Поэтому он всегда знает, когда лучше подпрыгнуть, а на земле орел догнать добычу не сможет. Но если бесшумно подлететь со спины, заяц уже не скроется. Лисы тоже легко могут стать добычей крылатого охотника. Непонятно только, как орел на такой скорости на фоне серых камней заметил серую лису, но стоит отдать этому хищнику должное за зоркость. А эта лиса поймала кролика и уже довольная шла обедать, как вдруг через мгновение орлан схватил обоих. И не просто схватил, а еще полетел с таким грузом. Но через какое-то время лису он отпустил, а вот кролика нет. И на том спасибо. Лисы тоже не упустят момента украсть что-нибудь у орлов. И в этот раз, несмотря на нападение птицы, лиса добивается своего. Они даже могут залезать в гнезда к орлам в надежде чем-нибудь поживиться, но в этот раз родители наготове. А вот так выглядит противостояние этих хищников лицом к лицу. Только посмотрите на взгляд лисы. Даже золотой орел решил не связываться с ней. Волки тоже в опасности, когда рядом летают они. Ведь крупный орел в одиночку может легко остановить волка. Прижав хищника к земле, он расправляет крылья, чтобы волк не сумел перевернуть его. При этом орел может защищать тушу и противостоять даже двум волкам. Ну и конечно, можно поступить таким образом, отняв у койота лакомый кусочек. Да что там волки, даже медведи иногда получают от этих птичек. Уж непонятно, на что рассчитывал орлан, нападая на этого гризли. Хотя, скорее всего, таким образом они отгоняют мишек от гнезда, ведь те никогда не против поживиться. Конечно, гнездо лучше строить на высоте. А на этом необычном видео орел нападает на австралийского боксера – кенгуру. При этом видно, что добыча явно не по зубам, но охотник не теряет оптимизма, нападая снова и снова. Причем делает это группой по предварительному сговору. Птицы тоже не в восторге от таких соседей. Например, эти глухари выясняли отношения, когда одного из них атаковал орел. Как ни странно, второй глухарь не бросил товарища, а почти сразу накинулся на орла. К сожалению, он поплатился за это, но честно, я не ожидал такого поведения птицы. А эти золотые орлы охотятся на журавлей. Они работают в паре, чтобы отделить журавля от стаи, ну а дальше уже дело техники. Успешно отбиваясь от первого охотника, он попадает в когти другого, и птицы падают вниз. За это время орлу нужно обездвижить жертву и удобно схватить ее. Этот журавль закончил свой полет. Да и в зоопарках эти хищники не унимаются. Даже сидя в клетке, они умудряются насолить другим обитателям. Например, этот орел кинул кусок мяса поближе к решетке и принялся ждать. Стоило только цапле просунуть свой клюв, как хищник тут же схватил его когтями. Это по-настоящему хитрые и умные птицы. Даже людям эти пернатые могут подпортить жизнь. Например, здесь орлы атаковали парапланериста, причем один из них запутался в стропах. Хорошо, парапланерист захватил с собой второй парашют. В итоге все остались целы, а орел, оказавшись на свободе, мигом улетел, не сказав даже спасибо. И даже если кто-то осмелится напасть на таких гигантов в воздухе, получит достойный отпор.
Посмотрите, как мастерски перевернулся орлан, встретив краснохвостого ястреба своими когтями. На этом все. Надеюсь, было интересно, и вы не устали смотреть такой длинный ролик. Буду рад, если вы напишите свое мнение об этих красивых птицах в комментариях. И вообще, спасибо всем пользователям, которые ставят оценки и пишут комментарии. Ребята, вы супер! Именно вы помогаете каналу двигаться в правильном направлении, и я очень ценю обратную связь. А этот ролик подошел к концу. Всем пока!